Еще. Школы. Скорая помощь. Врач, да, работает? Еще. Строитель. Строитель. Еще. Ну? Правильно. А я кем работаю? А еще? Продавец. Продавец. Еще. Пожарник. Вот если мы с вами сегодня хотим поговорить о пожарнике. Что же они делают? Что они делают? Как вы думаете, ребята? Правильно. Сейчас вот нам пожарник, сейчас вам представится, как его зовут, расскажет вам, что же можно делать, а что нельзя маленьким детям. Хорошо? Да. Нуржан зовут. Я работаю пожарным спасателем в городе Ахтал. Для начала вам хотелось бы сказать, что если вы видите пожар, вы куда будете обращаться? По какому номеру будете обращаться? Куда будете звонить? Номер пожарного знаете? Номер пожарного, знаете, 101. Если вы видите пожар, можете звонить в 101 и рассказать о том, что происходит. И для вашей же безопасности хотелось бы, у вас есть младшие братья, сестры, младшие вас. У кого есть, то можете им сказать, и для вас же хотелось бы вкратце объяснить, что нельзя играть с огнем, со спичками, и также со салютами, пиротехниками, и также электрическими токами. В основном пожары происходят из-за короткого замыкания, большинство, из-за тока, перенапряжения тока, происходит плавление электрических проводов, а также быстро сжигается. И с другой стороны, и потом альтернатива у нас идет из-за детской шалости детей с огнем. Многие дети любят играть с огнем, из-за этого потом огонь становится неконтролируемым и происходит пожар. Из-за этого нельзя играть с огнем. Поняли, да? Это у нас, кто знает, что это? Огонь тушитель. Огонь тушитель. Тушит огонь, получается, правильно? Тушит огонь. Это предназначено для чего? Чтобы тушить огонь. Маленький костер, это такой обширный огонь не сможет потушить, но маленький огонь, мусор может потушить, если увидим. Как его использовать? Вот здесь вот это называется рычаг. Ну, это особо так необходимости нету. Держим, рычаг открываем, ну, в первую очередь пломбу снимаем, потом рычаг открываем. И держим по диагонали. Диагонали не вгибаем, вот, свое тело становим прямо и тушим пожар.